Ассаламу алейкум, мягкой. Ассаламу алейкум, Сибусу, Вежери, Вайнахи. Я его Рустам Магомедович, блогер сегодняшнего дня. И активист, общественный активист Республики Ингушетия. Две вещи побудили меня сегодня стать блогером на этот путь. Ни успех, ни популярность, мне это не надо, меня тяжело было сюда заставить выйти, но тем не менее каким-то образом воздействовать на ситуацию и принести пользу своему народу, вот моя цель основная. Итак, вернусь к главным причинам. Первая причина – это недавнее выступление господина Волкова с общественным активистом, блогером Урусханом Курскиевым. Мы его можем наблюдать в Ютубе. Я заметил, что многие мои соотечественники, в том числе высокопоставленные и просто зеваки, которые заявляют выразить свое мнение, многие начали поливать его поход к Волкову разными нелестными словами. Так вот, напомню вам, господа, что я не видел за 27 лет человека, который успешнее пошел бы и добился бы своей цели и вытащил бы с федерального чиновника слова извинения и со словами «я буду работать для ингушского народа». Где вы видели такого человека, который высказывал бы это? Может быть, из-за того, что он молод, а может быть, из-за того, что его не понравилось и ему деваться некуда было, его слова будут такими. Теперь будут такими. Теперь мы понимаем, что от каждого нас зависит, быть нашей республике или не быть нам хозяевами или не быть. События последних полтора года, последних полтора лет нас заставило верить в то, что мы можем. Но очень много на нашем пути преград появляется. Эти все преграды, это наши преграды местного значения. Это до того мы сильно любим свою родину и свой народ, что мы позволяем входить в контакты, в тесные финансовые пересплетения с некоторыми людьми, которых я назвал бы далеко не благожелательными для нашего народа. Так вот, Урустам Курскиев, как патриот, как ингуш, как настоящий войнах, взял на себя эту миссию и выполнил ее успешно. И если кто-то может сказать, что это не так, пожалуйста, под ссылкой будет номер моего телефона, и я готов с любым обсуждать этот вопрос. Ранее до этого события, до сегодняшнего дня, за 2 года мы дали совместный ролик с Урусханом. Это было первое мое знакомство с этим человеком. В поддержку Исы Гамботова. Иса Гамботов сидит, получил свой срок и сидит. Законно или незаконно, я скажу, что незаконно. А там дальше у нас есть правосудие, которое решает, как говорит наш президент Путин, решает эти вопросы в зависимости от законом Российской Федерации. Я выступаю только за закон и Конституцию Российской Федерации. Сам ее пытаюсь не нарушать и всем советую ее не нарушать. Только умными действиями мы сегодня сможем помочь себе и своему народу, чтобы было наше завтра. Вот такое вот выступление у меня, первая часть этого выступления. Вторая часть моего выступления касается осетинских постов. Сколько возможно стоять этому посту? Неужели за 27 лет мы не можем решить этот вопрос? Нам сегодня по 50 лет, нашим детям по 20 лет. Неужели, когда мы начнем решать эти вопросы? Я не призываю никого к митингам, бунтам и каким-то действиям. Я призываю в рамках конституционного поля ингушам присоединиться к решению этой проблемы. Только мы сами сможем решить этот вопрос. Только мы сами. Не только господин Кадыров и Урусхан Курскиев должны заниматься этим. Для этого есть мы. Мы, народ. И в конце 2 слова для ингушских мужчин. Пожалуйста, оставьте эту Айну Гитагазову. Не равняйтесь с ней. Она женщина, она певичка, она вне игры, она не конкурент для нас. Я думаю, мы будем встречаться чаще, господа. Баркалшин, салам алейкум.